Как голосовал Крым, посмотрим в сюжете. Севастополь и Крым выбирают президента в 4-ю годовщину возвращения в состав России. 18 марта, 8:00 по местному времени. В аннексированном Крыму открылись избирательные участки. На федеральных телеканалах вовсю трубят о невероятной явке. По данным на эту минуту, явка уже составила больше 25%. Первыми в Крым приехали проголосовать строители Керченского моста. Для такого дела им даже жилетки новые выдали, чтобы уж точно подчеркнуть, что работники настоящие. Работаю здесь монтажником и решил проголосовать. Для всех это как важно, кто будет будущим президентом. Повлияет это на наше будущее. Позже в Крыму проголосовали и псевдолидеры. Все как один повторяют зазубренный текст. Сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос. И это ответственность, это гражданский долг каждого человека. Это благодарность нашей стране России за мирное небо над головой. Крымские татары, как и все народы, проживающие в Крыму, должны принимать самое активное участие в любой сфере полуострова, особенно в выборах страны. Но если будем позволять навязывать нам мнение тем, кто находится за пределами Крыма, знайте, мы сами сломаем свою судьбу. Яркое будущее для своего народа мы должны строить себе сами. А ноу-хау выборов в России 2018 года – это вручать медальки за участие в голосовании. Для тех, кто участвует в выборах впервые, им вручают памятный подарок и паспорт молодого избирателя. Но жители оккупированного Севастополя сегодня обошлись без подарков. Из-за шторма медали не смогли вовремя доставить. А вот такое федеральные каналы не показывают. В подъездах жилых домов расклеили вот такие листовки, где зазывают прийти на выборы. За свой голос они получат деньги на ремонт дома. А это уже объездная трасса Симферополя. Тут заборы расписаны патриотическими лозунгами: «Крымцы – Украина», «Путин – убийца» и «Слава Украине». Сегодня это одно из немногих мест в Крыму, где встречается украинский язык.